Сегодня в Брюсселе простились с тележурналистом Дмитрием Хавиным. В эфире мы всегда называли его нашим коллегой. Юридически он не был корреспондентом НТВ, но по духу всегда оставался НТВшником. Дима, как называли его вне кадра, умер от тяжелой болезни в минувшее воскресенье. На нынешнем телевидении таких людей почти не осталось. Он был открытым, благородным и неэгоистичным человеком, ни разу не участвовавшим в интригах и склоках, всегда готовым помочь, очень европейским и одновременно очень русским характером. И что еще реже, при таких личных качествах он был крупным профессионалом, автором нестандартных, порой спорных, но никогда не скучных репортажей. Он работал в тихой Европе, но за его спиной были Афганистан, Таджикистан и Балканы. Он не рвался на первые роли, но по первому звонку срывался в любые, даже самые непрестижные командировки. У Димы остались жена, 2 детей и 4 внуков. О том, что он тяжело болен, Дима не говорил до последнего. Его репортажи, как обычно, приходили в редакцию. Последний из них о живущем в Норвегии изобретателе Магомете Сагове мы так и не успели показать. Делаем это сегодня в память нашего коллеги и товарища Дмитрия Хавина. Вроде обычное совещание в обыкновенной норвежской фирме. Только вот главе компании тихонько переводят на русский. За 10 лет скандинавской жизни Магомету Сагову так и не хватило времени выучить местный язык. Зато норвежцам очень хотелось понять русского ученого. Тем более, что предлагал он теорию изобретения совершенно непонятные, противоречащие классической физике и притом абсолютно революционные. Это в сегодняшнем мире, в науке является парадоксом. Норвежские телеканалы показали, как экспериментальный насос Сагова легко поднимает жидкость на высоту 100 с лишним метров. Все прочие насосы, изобретенные еще Архимедом и Галилеем, как бы их ни усовершенствовали, могут осилить только 10 метров. При этом по всему миру насосные установки сжирают 1/5 часть энергии, произведенной человеком. Наши насосы этот процесс удешевляют 80% в среднем. Понимающие толк в нефти и газодобыче норвежцы сразу ухватились за изобретение Магомета Сагова. Его установки позволяют выкачивать из пластов практически всю нефть, в то время как при существующих методах в пластах остается невыкачанной примерно половина. Они поверили ученому, имеющему десятки патентов на изобретение, но, мягко говоря, не очень обласканному родиной. Я выехал из Москвы вместе с семьей. У меня было в кармане чуть меньше $200. Сейчас в распоряжении Магомета Сагова целое здание на 2-м этаже конструкторское бюро. Здесь внушительный экспериментальный цех, контракты с такими гигантами, как Rolls-Royce Marine и British Petroleum. Но, видимо, самое главное – это уважение и возможность спокойно жить и работать. В основе эффективности саговских насосов принцип работы кровеносной системы человека, где сердце – центральный импульс-генератор. Человек движется точно так же, как световой квант. Вот по такой линии. Может, все-таки удастся достучаться и до России. Тем более, что ученый ничего не просит. У него теперь все есть. Только хочет помочь. Дмитрий Хавин, Леонид Сокольников, НТВ, Норвегия.